вакцинации. Добрый вечер на телеканале ТНВ Татарстан, ток-шоу «Точка опоры». Это экспертная площадка, где мы говорим о ситуации с коронавирусом. В студии Светлана Кадырова. Сегодня тема нашей программы – вакцинация для переболевших. Итак, я переболел, мне больше нечего бояться, никакая вакцина мне тем более не нужна. Это самое распространенное мнение, наверное, которое бытует в нашей стране. Но вот если учитывать, сколько в стране переболевших, наверное, можем условно делать выводы, почему, в общем-то, темпы вакцинации не такие быстрые, как бы нам хотелось. Даже те, кто переболел в прошлом году, не спешат прививаться в этом. И есть цифры, наверное, которые всех околдовали, скажем так. Об этом сегодня говорим с нашими экспертами. Я с удовольствием их представляю. Дмитрий Владимирович Лопушов, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Добрый вечер. Ирина Эдуардовна Кравченко, профессор кафедры инфекционных болезней Казанского государственного медуниверситета. Добрый вечер. Добрый вечер. И впервые с нами в нашей студии, мы очень рады, Альберт Анатольевич Резванов, директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского федерального университета. Добрый вечер. Добрый. Итак, мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 554-56-10, код Казани 843. Задавайте свои вопросы нашим экспертам. Прямо сейчас в прямом эфире нас можно смотреть в YouTube, а также в группе ТНВ ВКонтакте. Итак, сколько переболевших в стране? Для начала зайдем в тему. Тут разные оценки. Официально 7 миллионов. Есть исследования вот от Сергея Шпилькина, которые говорят о 30 миллионах. Фактически их может быть даже больше, потому что в этом исследовании учитывались только вот внутренние порядковые номера, которые были данные единым регистром, да, о котором мы говорим. Многие вообще не обращались за помощью. В Республике Татарстан официально примерно 25 тысяч переболевших, но мы предполагаем, что их больше в разы, потому что многие не обращались за помощью и так далее. Но вот какие представления условно, о каких цифрах мы можем говорить? Ну, в принципе, если говорить о кодировке коронавирусной инфекции, то есть она подразумевает под собой две кодировки. Это так называемый, наверняка все уже знают, У071 – это лабораторно подтвержденный и верифицированный лаборатории, и У072 – это который подтвержденный клинически. То есть вирус не идентифицирован, но у человека есть клиническая картина. То есть если официальные данные, они основываются именно на У071, который верифицирован в лаборатории, но, с другой стороны, говорить о том, что если человек имеет клинические симптомы, если у него есть явная картина, подтвержденная по КТ-диагностике, компьютерной томографии и пневмонии, то есть говорить, что он не переболел, но это не совсем правильно. Поэтому вот те цифры, которые есть, и они как бы подтверждаются теми выборочными исследованиями гуморального иммунитета, то есть наличием антител, то есть, ну, это как минимум раза в 3-4 реальное количество переболевших. То есть мы сейчас говорим где-то примерно о 100 тысячах? Я так понимаю? Порядка такие. То есть примерно 100 тысяч человек только в Татарстане, которые переболели, вот тем самым двумя кодировками, да, то есть о которых мы сейчас говорили. Есть сомнения по этому поводу? Кто-то... Ну, я могу согласиться с этим. И, наверное, еще есть те люди, которые просто переболели и не обращались за медицинской помощью. И они могут иметь и антитела. Это является одним из показателей того, что человек перенес инфекцию. У большого количества людей протекает в легкой форме и абсолютно в домашних условиях излечиваются и не знают, была ли у них коронавирусная инфекция. Или поэтому, возможно, эти показатели еще и больше. Хорошо, давайте поговорим сейчас о том, каковы шансы на повторное заражение. Вот Попова говорит, что реинфекция наблюдается у 1% переболевших. В Британии подсчитали там 2% переболевших. Есть исследования, говорящие, что 5%. Вообще, что мы можем сказать сегодня о реинфекции, о повторном заражении? В отношении цифр сказать не могу, но вообще люди, которые, значит, встречаются достаточно часто вот и в клинической практике, те, которые уже когда-то переболели, и якобы повторное заражение. На сегодняшний день достаточно сложно сказать, действительно ли это повторное заражение, или это продолжение той инфекции, которая возникла раньше, например, месяц назад и так далее. Определить это сейчас невозможно, потому что нужно проводить генотипирование вируса, которое мы не проводим. Поэтому вот априори сказать, насколько это повторно. Но случаи повторных заражений и обращений за медицинской помощью, безусловно, есть. К нам такие пациенты попадают.
То есть двукратные. Да. О трехкратных мы пока там мы не говорим. Ну, больше двухкратной, да. Больше двукратных. Альберт Анатольевич, что можно сказать по повторному заражению? Ну, действительно, есть заболевания, где формируется почти пожизненный иммунитет. Вот как ветрянкой переболел в детстве, можешь, в общем-то, больше не беспокоиться. Но большинство заболеваний, особенно вот респираторных, они действительно формируют нестойкий иммунитет. И это не зависит, ты переболел или вакцинировался. То есть всегда есть повторный риск заразиться. Вопрос, через какое время после перенесенной болезни. Но здесь пока информация накапливается. Считается, что после болезни антитела начинают снижаться через 6-8 месяцев. Но, подчеркиваю, начинают снижаться. Это не значит, что они снизились ниже определенного порогового значения, когда они перестают защищать. Это все-таки такая статистическая величина. На данный момент вот как раз все ломают голову, сколько антител должно быть, чтобы реально защитить. И какой-то самый порог, да? И Минимальный какой-то должен порог, быть. да. То есть все-таки мы говорим сейчас, что большинство переболевших все-таки защищены, да, от повторного заражения, но вместе с тем нельзя говорить о том, что про эту тему нужно, про тему вакцинации забыть. Я правильно понимаю? Правильно, то есть человек переболел, вполне возможно, что у него иммунитет есть, но опять-таки дать стопроцентной гарантии о том, что он не заболеет, этого никто не может. И в принципе, как бы вот с учетом сегодняшней ситуации, рекомендация настоятельная вакцинироваться и переболевшим. То есть в данном случае сам факт заболевания рассматривается как первичная вакцинация, и, соответственно, этому человеку необходимо сделать по истечении 6 месяцев дополнительную, или мы говорим, повторную вакцинацию. И неважно, мы не обращаем на уровень тела внимания, антител? По сути своей, да. Можно, конечно, пойти в лабораторию и, правда, на платной основе сдать такие тесты, но это не является абсолютным показателем. Тем более, что сейчас появляются новые штаммы, которые учатся обходить иммунитет, и здесь уже приходится пока брать количеством, скажем так. Лучше выработать максимально сильный иммунитет, чтобы защитила не только от того штамма, против которого вакцина была, например, разработана или которым человек переболел, но и от новых штаммов, где появляются новые мутации, и вирус взламывает постепенно наш иммунитет. То есть, в общем, чтобы опередить мутирующие вирусы, мы, в общем-то, должны себя подготовить как раз путем ревакцинации. Но вот у пожилых больше шансов на повтор? Вот, говорят, что у людей старше 65 лет уровень иммунной защиты примерно 47% только. Люди, имеющие иммунодефицитное состояние, априори уже доказано, у них сложнее вырабатывается иммунный ответ, он менее напряженный, чем у лиц с нормальной иммунной системой. Но и, безусловно, тут нельзя просто говорить категория пожилых. Это, да, с возрастом, значит, активность иммунной системы, безусловно, снижается. Это поэтому представляет собой группу риска. Но есть еще и у нас другие пациенты с различными иммунодефицитными состояниями, у которых даже при вакцинации очень трудно формируется иммунный ответ. Он не напряженный. И у таких пациентов с онкогематологическими заболеваниями, которые вот сейчас рассматриваются в перспективе на вакцинацию, безусловно, это группа риска. Да? И насколько у них напряженный иммунитет будет, насколько у них будет высокий титр антител, чтобы защитить инфекцию, это большой вопрос. И они всегда, даже после вакцинации, будут относиться к более уязвимой группе населения по возможности повторного заражения. Хорошо, сейчас мне подсказывают, что у нас звонок из Новосибирска. Добрый вечер, слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Галина Усмановна, мне 57 лет. Вот 30 сентября мне будет 58 лет. Я уже бабушка, у меня 2 детей, я не болела почти простудными заболеваниями, в молодости немножко. А тут бац, меня свалило где-то в середине января и до конца февраля. Я была на больничном, было 40% поражения легких. Перенесла в легкой форме, конечно. Неделю была температура. Когда пришли делать ПЦР на дом пробы, врачи молодцы, наблюдали. Я приходила в поликлинику раз в 2 недели. Там показания были всякие, там поддержка, витамины и прочее. Значит, вот сейчас, 2 сентября, через полгода, я сделала прививку лайт. Ну, немножко меня на ночь так поштормило, и так все нормально, я перенесла. Так вот, ездила на море с внуком в конце июля,
высокие у меня антитела были, показал, эти пробы делала ПЦР. И вот я считаю, нужно ли мне делать теперь сейчас пневмококковые, менингококковые, вот эти прививки. Да, в марте я была в санатории как пенсионер, нас там после ковида особо не нагружали всякими процедурами, но потом мне полезли волосы, ну, я оптичными средствами, что советовали, мне не помогала, ну, вот нашла простой рецепт, народу советую, 3-4 раза массу делала, там, То есть у вас вопрос, нужна ли очередная вакцинация, правильно рассудила? Да. Против других. инфекций, в частности, в отношении пневмококковой инфекции. Ну, значит, на самом деле пневмококковая инфекция, вакцинация от пневмококковой инфекции, она прежде всего показана людям пожилого возраста. Однозначно детям и людям пожилого возраста. На сегодняшний день доказано, что наиболее частый возбудитель, который вызывает пневмонию у лиц пожилого возраста, это является как раз и пневмококк. И именно вот эта пневмококковая инфекция может привести и к неблагоприятным летальным исходам. Поэтому независимо от вакцинации от коронавирусной инфекции, от ковида, пожилым обязательно рекомендуется проведение вакцинации от пневмококковой инфекции. Период между прививками. Вот грипп и пневмококковая инфекция, вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции могут проводиться одновременно. Что касается коронавирусной инфекции, то рекомендуют сначала провести все-таки вакцинацию или ревакцинацию от коронавирусной инфекции, а потом уже от гриппа и, соответственно, Через пневмококковой инфекции. Да, через месяц. Хорошо, мы прервемся на рекламу, потом продолжим, не переключайтесь. Мы продолжаем ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Говорим сегодня о вакцинации для переболевших. Думаю, все-таки поступил звонок во время рекламы. Предлагаю послушать и дать ответ от наших экспертов. Слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Вот мне делали первый раз вакцину спутником Ви. Потом я через полгода решила сделать ревакцинацию, потому что я диабетик. Боюсь заболеть. И вот мне сделали второй раз вакцины Эпивак. Эпивак да, короны. А потом я вдруг вычитала в интернете и постоянно пишут, что это пустышка, что там антитела не вырабатываются. А теперь я уже начала бояться, думаю. Делать может быть, весново.
Может быть, я неправильно сделала, что вот именно эту вакцину мне предложили, и я согласилась. Вот такой у меня вопрос. Хорошо, спасибо. Ну, во-первых, посмотрите, какая замечательная телезрительница, да, во-первых, ревакцинировалась, зная, что диабетик, отправилась и решила защитить себя, то есть не побоялась, как некоторые говорят, что у меня хронические заболевания, мне противопоказано. Вот какой сейчас мы можем дать ответ в связи с тем, что сейчас делать человеку? Проверять уровень антител, вновь ревакцинироваться. Что мы можем сказать? Вот, наверное, может быть, даже в этой ситуации... Ну да, с биологам. биологической точки зрения. Смотрите, основное недоверие к этой вакцине вызвано тем, что для других вакцин есть публикации в международных крупных журналах. И там авторы, разработчики вакцин не побоялись выложить всю информацию для того, чтобы весь мир ее проверил. Вот «Спутник Ви». Соответственно, уровень доверия ученых к таким результатам гораздо выше. Эпивак Корона, ну и Ковивак, они все-таки пока так широко не обсуждаются в научном сообществе. И, соответственно, у ученых, вот у нас, просто нет достаточно данных, чтобы самостоятельно прийти к выводу, работает эта вакцина или нет. Если же говорить о конкретно нашей телезрительнице, да, то то, что вакцинировался сначала спутником ВИ, это очень хорошо, потому что это самая хорошая вакцина для первой вакцинации, если человек не болел, потому что эта вакцина векторная, она вырабатывает самый сильный и самый длительный иммунитет. Поэтому, в принципе, ничего страшного нет, что вторая вакцина другая. Более того, это даже хорошо, потому что если ты каждый раз меняешь вакцину, получается, что организм, в общем-то, вырабатывает по-разному иммунитет против каждой вакцины, и эти иммунитеты наслаиваются друг на друга, тем самым упрочняя общую защиту организма. Ну и, в общем-то, все вакцины в России, они прошли клинические исследования, и согласно Минздраву, они все эффективны в той или иной мере. Ну, вот опять нужно еще аккуратнее что-то читать, да, я так понимаю, что вот, даже пустышка не может назвать ученые эту вакцину в этой ситуации, поэтому тоже очень важно, где вы черпаете эту информацию, откуда. Вот замечательно, что позвонили сюда и вот получили ответ эксперта. Давайте еще проговорим такой момент. Вот правда ли, что в случае легкого, бессимптомного течения болезни, о котором вот мы говорили, что таких достаточно много, второе заражение случается с большей вероятностью? Вот как долго сохраняется иммунитет при бессимптомном течении? Ну, вот небольшой у нас прошел и небольшое недомогание. Наверное, вот тяжесть течения не влияет на длительность иммунитета, на напряженность иммунитета. Можно и легко переболеть, и иметь титр антител в определенной мере. Это индивидуальные особенности организма, как он реагирует, как вырабатывает антитела. Исследований по легким случаям заболеваний и напряженности иммунитета, безусловно, нет, потому что большинство легких случаев, может быть, мы вообще не диагностируем, или они проходят амбулаторно. Но вот общая тенденция по исследованиям, которые проведены в мире, все-таки показывает, что титр антител снижается где-то к 9-12 месяцу от перенесенного заболевания или после вакцинации. Поэтому, в принципе, вот этот период взят априори как тот, который, в общем-то, вакцинация, она действует, но все-таки начинается снижение, более значимое снижение к 6-му месяцу. И поэтому вот та ревакцинация, которая сейчас предложена через 6 месяцев, вот в таких, при эпидемическом подъеме заболеваемости, она оправдана. На опережение. Вот, на опережение. Да. Вот когда у нас будет охват вакцинации населения 80%, когда мы достигнем этого порога, это позволит снизить эпидемический подъем заболеваемости, и тогда ревакцинация, возможно, будет проводиться через год. Или раз Но в для 2 этого года, должна быть хорошая иммунная прослойка. Все-таки согласны с тем, что если бессимптомное течение болезни, это совсем не гарантия того, что сильнее заболеет и так далее. У всех равные шансы фактически, я правильно понимаю? Абсолютно правильно. То есть здесь тяжесть заболевания никаким образом не коррелирует с выработкой антител. В любом случае, каждый, кто переболел и прошло 6 месяцев, то здесь нужно задуматься о ревакцинации, о повторной вакцинации, прийти и сделать. Вакцины сейчас в достаточном количестве. Мы получили и достаточное количество и спутника Лайт, который однократно применяется, то есть именно как ревакцинирующая доза после перенесенного заболевания. То есть это самое то, что сейчас нужно сделать. Кстати, вот для переболевших все-таки рекомендовано в этой ситуации спутник Лайт? О каких вакцинах Но можем опять-таки, говорить? с учетом того, что само заболевание – это первичная вакцинация, то спутник Лайт, как ревакцинирующая доза, как повторная вакцинация, имеет шанс применяться.
Альберт Анатольевич, вы Да, ну, на самом деле, хороша та вакцина, которая есть. То есть то, что... В условиях общем-то, да, пандемии. в наших условиях то, что есть. Но, например, Ковивак тоже хорошая вакцина именно для переболевших, потому что когда человек болеет, у него есть все белки вируса, ну, потому что вирус живет в организме, и иммунитет вырабатывается против всех вирусных белков. И Ковивак, вакцина, она сделана на основе убитого вируса, то есть тоже содержит все вирусные белки. И, соответственно, с биологической точки зрения, эта вакцина напоминает организму, напоминает иммунитету про все вирусные белки. А спутник и вот зарубежные вакцины, такие как Pfizer, Moderna, они все направлены только на один из вирусных белков, хотя это самый важный вирусный белок, который участвует скажем так, в заражении клеток человека. Поэтому здесь можно вечно обсуждать вот эти вот плюсы и минусы. Некоторые вакцины чуть более эффективны, но как-то у них меньше специфичность, другие наоборот. Главное вакцинироваться, а там уж только специалисты на самом деле могут понять первопричину. Спустя, наверное, какое-то долгое время, когда мы сможем иметь уже определенные наработанные научные исследования. Да? У нас еще один звонок в студию. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте свой вопрос. Здравствуйте, это Вазига, исламового города Казани. Хочу спросить, вот я в прошлом году переболела коронавирусом в июле месяце. Завтра иду на диспансеризацию, как бы вызвали меня тем, что я переболевший коронавирусом, анализы сдавать. Хотелось бы мне вот на антитела сдать бесплатно. Они говорят, что бесплатно на антитела сдавать нет такого. Я пенсионерка. Хорошо, ну, в общем-то, понятно, да? Человек проходит сейчас углубленную диспансеризацию, как переболевший коронавирусной инфекцией. Вот это новая программа, которая появилась, пользуется популярностью. Как я понимаю, Дмитрий Владимирович всегда говорит, не надо следить за антителами, прошло полгода, и идите вакцинировать. Все верно? Абсолютно правильно. То есть мы сейчас тоже говорили, что в данной ситуации антител много не бывает. Поэтому пройдете углубленную диспансеризацию, и по итогам углубленной диспансеризации, если не будет не выявлено никаких противопоказаний, соответственно, нужно же в этот же день сделать прививку повторную. Но здесь в данном случае первичная будет иммунизация после перенесенного заболевания. И не думать о количестве антител. У нас эти полгода отсчитываются, вот если что, от первого дня заболевания или от первого дня выздоровления, и ревакцинация от первой дозы, от первого компонента, или после второго компонента, или после 3 недель после выработки иммунитета? Как вы считаете эти полгода? В случае вакцинации после второй. После второй, то есть После этот день второй. может считаться точкой отсчета для тех самых 6 месяцев для ревакцинации. Тоже та же в период реконвалесценции, конечно, когда уже вырабатываются антитела. Хорошо. Положительный ПЦР-тест после болезни всегда ли означает повторное заражение, или это может быть недолеченный вирус? То есть такие истории тоже есть. Ну, это, знаете, много работ, когда говорят, что это фрагменты вируса, которые сохраняются и могут достаточно долго существовать в организме. Единственное, что мы не вызывая заболевания, это последствия, которые могут быть. Да, и вирус, в общем-то, может сохраняться там до месяца. И антитела класса иммуноглобулина М, это острофазные белки, которые говорят об остром процессе, они могут наблюдаться в организме тоже в течение 2 месяцев, определяться, но это не говорит о том, что это Человек заразен. повтор. Да. Хорошо, дельта. Мы часто говорим об этом штамме. Альберт Анатольевич сегодня здесь тоже перед началом программы. Вот опасность связана в первую очередь с тем, что это новый штамм. Как это работает и почему иммунитет у переболевших хуже защищает от дельты? Почему мы говорим, что нужна вакцинация? Ну, вирусы, как и любые другие живые существа, эволюционируют. И они приспосабливаются к новым условиям среды. И когда уже в популяции появляются люди с иммунитетом против коронавируса, естественно, появляются штаммы, которые пытаются избежать этого иммунитета. Ну и, во-вторых, всегда, чем быстрее вирус передается от человека к человеку, тем более успешен он в популяции. То есть он просто будет вытеснять другие штаммы, которые медленнее передаются от человека к человеку. И вот дельта – это как раз случай мутации, естественной мутации коронавируса, но в результате этой мутации новый штамм стал более контагиозен, то есть более заразным, и, к сожалению, он стал еще и изменил
течение заболевания. Вот, коллеги, врачи могут прокомментировать по поводу тяжести нового заболевания, вызванного новым штаммом. Но по сути, просто на поверхности вируса есть белок. Белок состоит, ну, скажем так, из много-много разных участков. И иммунитет, как слепок, как ключ-замок, начинает узнавать этот белок. И вот выработался иммунитет, он эффективно этот вирус нейтрализует. А у мутанта, у нового штамма, часть белка изменяется, и старый ключ, условно говоря, уже не так хорошо работает с этим замком. Нужен новый код. Да, это новый вирус уже не так хорошо узнается иммунитетом, и, соответственно, шансы, что этот вирус заразит переболевшего или вакцинированного, они возрастают. Еще очень часто все-таки переболевшие утверждают: у меня своя иммунная защита, я переболел. То есть вакцинированный этот человек слабее, искусственно, скажем так, вызванная иммунная защита. Вот что мы на это можем сказать? Ну, наверное, Альберт Анатольевич, ну, я могу сказать, что, собственно говоря, достаточно сложно. Вообще есть работы, которые говорят, что после вакцинации иммунный ответ более продолжительный, нежели после перенесенного заболевания. Потому что вакцина, она как бы действует универсально, вырабатывает те антитела, которые могут подходить к различным штаммам коронавируса. А в отношении иммунного ответа после перенесенного заболевания иммунитет формируется конкретно в отношении определенного штамма коронавируса. И поэтому он может не срабатывать при другом штамме вируса, и в этом случае, конечно, возможно вот повторное заболевание. Вакцина в этой ситуации имеет большую площадь поражения. Вот такие работы, по крайней мере, есть. Опять-таки, это ведь вот исследования, которые проводились, вот такие, да, данные есть. Вот вы сейчас скорее подтверждаете определенные исследования, которые сейчас на слуху. МЮ-штамм, так называемый, да, который лучше уклоняется от защиты антител, как раз говорят, что он опаснее для переболевших, потому что иммунитет у них к конкретному штамму, вот, а вакцина дает более общий иммунитет. Согласитесь ли вы, что известно вообще о МЮ-штамме на данный момент и насколько это так? Ну, пока известно, что там, да, появились новые мутации в белках у коронавируса, но проблема даже не в этом. Как я уже сказал, сейчас известно более 1000 разных штаммов коронавируса. Они появляются ежедневно, новые штаммы. Но, к счастью, большинство из них не опаснее, чем существующие штаммы. И поэтому они появляются, исчезают, их никогда и особо не увидишь. Вот чем опасен был британский штамм, сейчас вот дельта. Тем, что у них выросла заразность. Для нового штамма, вот МЮ, пока этого не показано. Да, теоретически он хуже узнается иммунной системой, но если он будет не более заразен, чем дельта, мы просто про него и не узнаем. Поэтому Всемирная организация здравоохранения как раз и внесла его в штамм, который вызывает интерес. То есть, да, за ним надо обязательно следить, но на данный момент опасения с медицинской точки зрения он пока не вызывает. Спасибо. Еще один звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Венера, я из города Ульяновска. Мне 61 год. Я хочу сделать прививку, но я не знаю, можно ли мне делать вообще. У меня нет одной почки и удален желчный пузырь. И какую вакцину посоветуете, пожалуйста, если мне можно, какую вакцину лучше сделать? Сможем ответить? В целом сможем ответить, потому что все пациенты, которые имеют хронические заболевания, это хронические заболевания, да, значит, они, конечно, им наиболее показана вакцинация. Это группа риска по неблагоприятному течению коронавирусной инфекции. И, конечно, в первую очередь вот такие пациенты должны вакцинироваться. Нужно выбрать только удобное время для вакцинации, чтобы не было активности процесса, обострения и так далее. В период вне обострения вакцинация показана. Это нужно согласовывать все-таки проведение вакцинации с основным лечащим врачом, который ведет этого пациента. Вот. Поэтому никаких противопоказаний к вакцинации у данной пациентки вне периода обострения я не вижу. Хорошо. В завершение попрошу просто подвести итоги, Дмитрий Владимирович. Итак, вакцинация для переболевших. Для чего и почему? Вакцинировав переболевшего, то есть, как пишут иногда в литературе, то есть такой человек приобретает железобетонную защиту. То есть переболел, и плюс еще поствакцинальный иммунитет. То есть двойной щит. Все, хорошо. Спасибо всем нашим экспертам. Спасибо за активность телезрителям. Встретимся с вами завтра в 15:30. Будем вновь говорить о ситуации с коронавирусом. Всего доброго.